Шестилетний мальчик едва не стал жертвой разборок между соседями. Один мужчина стрелял в машину другого, когда рядом находился ребенок. Он лишь чудом не пострадал, что стало причиной накаленных отношений между живущими рядом семьями. И как они собираются решать конфликт, узнавала Наталья Мезина. Вот ущерб. Сосед стрелял по машине. Вот разбил. Ребенок играл с собачками вот сзади машины. Мог и в него попасть, зацепить. Разбитая машина и напуганный шестилетний сын стали уже последней каплей для семьи Мотыгуловых. Терпеть дальше издевательства соседа не могут, боясь за жизнь своих детей. Слышал звук, а там, оказывается, в машину стреляли. А я не знала, что это в машину стреляли. Сейчас я не могу спать уже. И в том году, и в этом году я постоянно смотрю. Не дай бог он зайдет. Не дай бог он всех перережет. Ну, уже страшно. С таким соседом вообще страшно. Со слов главы семейства, сосед терроризирует их уже несколько лет. Рассказывает, что мужчина перерезал электрические провода, протыкал у машины колеса. Вот 2 года назад он разрезал у меня на «Газели» резину. Заднее колесо он просто проткнул. Я его поменял и поехал. А переднее у меня выстрелило вот... буквально вот там где-то. По их словам, он даже узнал адрес их городской квартиры и перерезал все в электрощите. А чтобы следить за их жизнью, за городом, он прорезал в своем сарае окно. Но Мотыгулова его прикрыли импровизированной занавеской снаружи. С мужчиной поговорить не получилось, был на работе, но его супруга ответила на вопросы. Не стрелял, он из рогатки просто выстрелил, чтобы как-то они отреагировали. Но попал, наверное, в машину. Я не видела сама, куда он стрелял. Никакого там ребенка не было. То, что они несут, это вообще чушь какая-то. Они там говорят, у него 3 жены туда-сюда. Зачем это им надо? Вот, выяснять во все это, лезть. Это лично нас только касается. Она также рассказала, что Мотыгуловы не дают им спокойно жить, постоянно устраивая шумные посиделки с друзьями, закидывая все вокруг бутылками и играя с детьми в футбол во дворе своего дома. Чтобы разрешить конфликт, привлекли участкового. Уже в понедельник их вызвали в участок. Но по словам супруги, ее муж также намерен писать заявление в полицию на заявителей.